Коми почти 2000 детей с инвалидностью получают образование. Треть из них обучаются на дому. Между тем, есть еще 3000 ребят, которые по состоянию здоровья имеют некоторые ограничения, при этом не имея инвалидности. Сегодня в республике для таких детей активно развивают инклюзивное образование. Решаются кадровые проблемы, плотнее работают с родителями. Виктория Палкина расскажет подробнее. Десятилетняя Вита сегодня ученица 3 класса. В этой комнате и проходят занятия. Есть уже своя выставка школьных работ. По словам мамы, как только дочь начала учиться, лучше стали и дела со здоровьем. Хотя у нее очень тяжелые диагнозы. Но терпение мамы и опыт педагогов доказывают необходимость инклюзивного образования даже для детей с врожденной инвалидностью. Одна учительница с нами занимается очень физкультурой, вторая дает ей технику. Мы вот занимаемся, мы лепим, мы стали лепить, мы стали рисовать. Она сама по себе стала уже петь, заниматься. Виточка слушает очень хорошо рассказы. Инклюзивное образование в Кайгородском районе запустили в 2015 году. Сегодня в школе райцентра 16 детей с инвалидностью, еще 6 с ограниченными возможностями здоровья. Ведь если ребенка, например, как раньше увозили во все эти вот интернаты, то есть это отрыв от семьи, да, ребенок, которому нужна мама, нужен папа, нужны там родственники, он их не видел, да, он в казенных стенах с чужими тетями, дядями. Сейчас возможно нам заниматься тут. В Кайгородской школе разработали специальную программу, в основе 7 принципов. И прежде всего социализация и максимальная интеграция в современную жизнь детей с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья. Каждому особенному ребенку индивидуальный подход. У нас были случаи, что за 30 километров мы ездили и обучали девочку с ОВЗ, и она успешно закончила среднюю школу. И такое наши учителя ездили каждый день, 6 даже раз в неделю, ездили вот в поселок дальний и ее обучали. Это кабинет педагога-психолога. Сегодня здесь есть специализированная мебель и учебные материалы. Уроки с психологом обязательны в расписании и у тех школьников, кто обучается дома, и у тех, кто ходит в обычные классы. А еще кайгородские педагоги готовы делиться опытом с теми, кто только начинает развивать инклюзивное образование. У нас был случай, когда вот ребенок с инвалидностью и ОВЗ, переезжали они в другой район и из другой школы. Нам звонили, с нами консультировались, как работать с такой категорией детей. Поэтому нам было очень приятно. В Кайгородской школе есть свой дефектолог, а вот логопеда нет. Дети с речевыми проблемами попадают в руки Галины Кононенко. Больше 12 лет она работает в детском саду. Хромает звукопроизношение, грамматика, связанная речь. Вот самые распространенные нарушения, по словам педагога. Помогает она не только дошколятам, но и школьникам. Сейчас будем в марте рассматривать подготовительность детей к школе. Тоже проверяется и звуки, это в первую очередь. Если будут нарушены звуки, будет нарушена и письменная речь в школе, и тем более чтение. Читать они будут плохо, а писать будут с ошибками, перестановками, с заменами. Тоже очень много проблем. Кстати, сейчас ходят сюда ко мне и школьники, первоклассники, которые не могут читать. Они читают как а надо тянуть первый звук «ма», пока не соединишь со вторым звуком. Понимая все масштабы проблемы, руководство 2-го Кайгородского детского сада и вовсе готовит к открытию первый районный логопедический центр. Помещение нашли, подготовили проект. Реализовать его планируют в рамках народного бюджета. Виктория Палкина, Иван Богомолов, телеканал Юрган, Кайгородский район.